Еще в 90-е годы Чечня превратилась в своего рода анклав, какой-то отрицательный элемент в обществе, да и вообще во всем мире. Реакция многих на мое сообщение о том, что мы решили отправиться в республику, была для меня удивительна. Вопросы были разные. Не страшно ли тебе, не боишься ли ты, а вдруг украдут? Мы решили отправиться в Грозный, увидеть все своими собственными глазами. Мы отправляемся в город Грозный, загадочный и таинственный. Место, которое вызывает неподдельный интерес. При всем при этом, пожалуй, самый известный населенный пункт на Северном Кавказе. Ну вот мы и прибыли в столицу Чеченской Республики. Это аэропорт Грозный. Здесь происходит масштабная реконструкция. Большую часть уже отреставрировали. Расширяют взлетно-посадочную полосу. Многие самолеты в скором времени смогут вылетать и в европейские страны. Ну а мы собрали свой багаж и отправляемся в город. По словам, город действительно очень красивый. Да, кстати, без головного убора выходить не стоит, несмотря на то, что многие, не все женщины и девушки строго покрывают голову, но я, пожалуй, надену платок. Мне определенно это очень нравится. В настоящее время аэропорт имеет статус международного и может принимать такие крупные воздушные суда, как Boeing 747. Строится здесь и крупный аэровокзал, который будет представлять из себя целый комплекс различных зданий и сооружений. Война не оставила от Грозного камня на камне, поэтому здесь вы не встретите приметы древнего города. Уцелела лишь небольшая часть памятников советской архитектуры. Сегодня же столица Чечни – это город современной застройки. Широкие проспекты, новые дома, статные административные здания, спортивные комплексы. Одним словом, ни следа от десятилетней разрухи. Строили быстро и качественно, да так, чтобы каждый объект являл собой пример современной и продвинутой архитектуры. Бурлит и жилищное строительство, и если где-то не возводят, а восстанавливают, то здания все равно выдерживают единый стиль. С такой же скоростью вырастают спортивные объекты и здания для культурных мероприятий. Например, летний амфитеатр, который используют исключительно в теплое время суток. Первой и главной достопримечательностью города является образец современной культовой архитектуры мечеть «Сердце Чечни». Она самая большая в Европе и носит имя Ахмата Кадырова, первого послевоенного президента республики. Задумку осуществил его сын в 2008 году. Наружные и внутренние стены отделаны мрамором-травертином. Это натуральный камень, который не содержит вредных для человека веществ. Поэтому и используется так широко в отделке. Центральный зал накрыт огромным куполом, по размерам он может смело поспорить с мечетями в Казани и в Питере. А минареты являются высочайшими в России по 63 метра. Мечеть исполнена в османском стиле. Он считается самым красивым и самым классическим. Сюда были приглашены лучшие мастера и летописцы Турции. Кстати, использовали они исключительно натуральные краски, срок годности которой достигает 50 лет. Но, честно говоря, уже не терпится посмотреть, как там красиво внутри. А внутри весь интерьер декорирован белым мрамором. Молельный зал вмещает в себя до 10 тысяч человек. Столько же прихожан могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади. Нам, конечно же, очень захотелось посмотреть святая святых. Но девушкам обязательно нужно надевать намазное платье в пол и с покрытой головой. И такие наряды висят при входе для всех женщин, которые хотят совершить намаз в молельном зале. Нас встретил один из 8 имамов. Он поделился с нами историей, почему именно такое название «Сердце Чечни» решили дать мечети. Идея нашего главы. Это, мне кажется, самое лучшее имя. Если много выбирали бы имен, из этих всех имен, мое личное мнение, как
имам этой Чечни. Мне нравится, что это сердце Чечни. Потому что с мечети все начинается. В мечети все начинается. В мечети человек находит покой, находит вот это удовлетворение. Сердце Чечни, ну, вы знаете, сердце, какую функцию сердце имеет в теле человека, такую же функцию имеет наша мечеть. Молитвенная ниша в стене мечети, михраб, тоже из белого мрамора. Она обращена в сторону Мекки. А вот она, та самая изюминка этой мечети. После того, как возвели сердце Чечни, построили два вот этих столба. Если вы внимательно приглядитесь, здесь находится букет из роз, выполненный из чистого золота, а лепестки обрамлены бриллиантами. Так вот, 2 раза в год, в священный месяц Рамадан и в праздник Курбан-Байрам, из музея выносят 2 реликвии. Это 2 волоса пророка Мухаммеда с головы и с бороды. Он находится под особым стеклом и круглосуточно освещается. Жители республики очень гордятся такими ценными экспонатами. Эта особенность отличает священное место в Грозном от других мечетей мира. Но реликвия не единственное достоинство сердца. Первое, что бросается в глаза при входе, это невероятных размеров люстра. Она исполнена из более чем 1 миллиона частиц Сваровски. Заметьте, у основания расположен черный куб. Это священная Кааба, которая находится в Мекке. Вместе с этой 8-метровой махиной в помещении висит 36 люстр, и все они напоминают 3 святыни ислама. 27 люстр имитируют мечеть в Иерусалиме, еще 8 сделаны по образу мечети в Медине. Ну и, как мы уже говорили, центральная повторяет форму Каабы в Мекке. На создание коллекции этих эксклюзивных экспонатов ушло несколько тонн бронзы и около 3 килограммов золота чистейшей пробы. А вот так мечеть выглядит ночью и имеет особую концепцию подсветки. Первый уровень – заливающее освещение. Оно обеспечивает ровный свет нижней части сооружений минаретов. Второй уровень – акцентное освещение. Таким образом выделяются архитектурные элементы здания. Ну а третий – праздничное освещение. Такое световое решение позволяет зрительно поднять высоту минаретов и сделать динамичным освещение на центральном куполе. На прилегающей территории аллея поющих фонтанов и парковая зона, где теплыми вечерами гуляют семьи и молодежь. И так выглядит весь город с высоты птичьего полета. Мы убедились в этом лично. У нашей съемочной группы появилась уникальная возможность. Мы находимся на вертолетной площадке одного из небоскребов Грозного в центре города. Честно говоря, дух захватывает. Невероятно страшно, потому что мы находимся то ли на 48-м, то ли на 50-м этаже. Но ради такого зрелища стоит совершить этот подвиг. Ну, посмотрите, не правда ли красиво? Ночной Грозный, как на ладони. Это та самая 145-метровая башня «Олимп», теперь уже «Феликс», которая горела в апреле. По словам экспертов, восстановить комплекс возможно было только за 2 года. Но буквально на днях ко дню города уже состоится его открытие. Покорив вершины, спускаемся с небес на землю. Отправляемся из отеля «Грозный Сити» на улицу и узнаем, насколько безопасно гулять тут ночью. Еще здесь очень интересные лифты. Вот, например, мне нужно на 1-й этаж. Я нажимаю цифру 1. Из всех лифтов, которые здесь находятся, он нам предлагает «С». То есть мы ждем этот лифт, пока он приедет. И пока он поднимается, он набирает этажи. То есть кому-то нужно на 3-й, кому-то нужно там, на 4-й. Но нам нужно на 1-й. И, соответственно, он собирает гостей. Ну вот мы ждем, он уже едет. Приехал. Ну, добро пожаловать. Ну и что самое интересное, здесь нету кнопок. То есть тот этаж, который мы выбрали, он уже запрограммировал. Вот, поехали. Так, мы на 1-м. Это ресепшн. Это отель «Грозный Сити». Одно из самых высотных зданий здесь, в Грозном. Но у центрального входа идет реконструкция, поэтому мы выходим через задний ход.
А вот ночной Грозный. Ва кузнице, ва кузнице, ва кузнице молодые кузнецы, ва кузнице молодые кузнецы. Сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, сошьем, Дуня, сарафан, сарафан. Градостроительная политика Грозного позволяет этому городу быть самым красивым на Северном Кавказе. Еще совсем недавно никто бы не поверил, что за такой короткий срок он сможет так быстро восстановиться. Но смотрите сами и делайте выводы. А еще очень красиво у них продумали фонтаны вдоль дорожек и на центральной площади. Они похожи на поющие. Музыка, конечно, не играет, но они все светятся. Начиная от начала до конца и наоборот поднимаются. А это проспект Путина, кстати, одна из самых центральных улиц. По обе ее стороны находятся банки, рестораны, магазины, дорогие бутики. В общем, все как в самых современных городах мира. Но вот этот проспект имени Кадырова претендует на звание самого центрального, а в будущем и самого высотного. Здесь будут вклинивать отдельные объекты повышенной этажности. Но я не буду журналистом, если не проверю спальные районы. В отдалении от центра не так светло и современно, но также чисто и безопасно. Надену головной убор. Детский парк-аттракцион. Здесь вечером гуляет молодежь. Ну, давайте пойдем посмотрим, проверим, так ли это на самом деле. И какая обстановочка здесь. Очень много детей, опять-таки. Молодые семьи гуляют парами со своими чадами. Ноги отваливаются, устала уже. Можно снять платок. Не зря мы выбрали ночное время суток, потому что после такого огромного мегаполиса, как Москва, кажется, что улицы города Грозный абсолютно опустели. Мы вот сейчас переходим с одной стороны на другую, и удивляет эта пустота. Ну вот, пожалуйста, время 2:30. Я нахожусь в парке, сижу на скамеечке, гуляю. Здесь по улице находится патруль. Они патрулируют улицы, проверяя, чтобы все было в порядке. Мы в безопасности. Наше грозное путешествие закончилось. Нет, все-таки далеко оно не грозное, а очень даже противоречащее названию города. Возможно, кто-то мне не поверит, но столица Чеченской Республики восстановила свой облик и готова принимать гостей.